Война для героев обороны Малгобека закончилась через 80 лет. И мы сегодня провожаем бойцов в последний путь, спустя столько времени. Торжественные проводы, посвященные памяти павших смертью храбрых у стен Малгобека, защищая Родину, считать открытыми. Они находят, устанавливают и личности с почестями передают земле останки героев. Межрегиональная вахта памяти «Малгобекский рубеж-2023» подошла к концу. В ходе раскопок поисковиками найдены останки 8 советских бойцов. Весенний полевой сезон у нас начался еще в начале апреля. Приняли участие представители поискового отряда Дагестана, Нижнего Новгорода, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии. Значит, за весенний период мы подняли 8 бойцов, к сожалению, именных не было. Хотя одного документа мы отправляли в лабораторию в Москву, но прочесть ничего не смогли, и он тоже нашел покой здесь вместе со своими боевыми товарищами. Торжественная церемония захоронения проходит традиционно на Терском хребте, где установлен памятник неизвестному солдату. Почтить память тех, кто участвовал в Малгобекской оборонительной операции, собрались сотрудники муниципальных властей, общественные деятели и просто неравнодушные жители республики. По официальным данным, за оборону Малгобека полегло 120 тысяч бойцов Красной армии. Основные военные действия разворачивались здесь, на Терском хребте. Под землей еще покоятся останки многих солдат. Одни могут обрести покой в братских могилах, других предадут земле, родственники, искавшие о них информацию не один десяток лет. А потому такие раскопки очень значимы, отметил и депутат Госдумы Бекхан Барахоев, почетный гость мероприятия. Многие западные страны хотят переписать историю, хотят принизить подвиг советского солдата. Но это у них никогда не получится, пока мы из поколения в поколение будем передавать правду о самой страшной войне 20 века. Мне хочется выразить огромную благодарность всем, кто сегодня помог, чтобы люди были захоронены. Далса Голджин Беслан, Дахан узнал осталмел дячо, диалда халтас. Сар баркалцуали ушкорцы бош, дукнаха садячой, дал меле халчан ажмел доза. За 13 лет работы поисковиками поднято с безымянных склонов Терского хребта больше сотни советских солдат. Некоторых удалось опознать по именным жетонам, фляжкам, медальонам или же бумагам, завернутым в гильзу патрона. Активное участие в раскопках принимают и юноармейцы. Через такие акции они узнают больше о непростой странице истории Великой Отечественной. Мы были у этого подножья, ниже, дальше. Там мы с наставником нашим, главного поисковой группы, мы с ним нашли одного человека с неполное тело, но найдено было частично голова, грудная клетка, и также найдено было небольшие куски танков, некоторые части пулеметов, минометчики, хвосты минометов разного типа. Также и немецкие, также русские были найдены фляжки и много чего другого. После торжественной части наступает главный момент – предание останков земле. Перезахоронение проходит с положенными военными почестями. Завершилась же торжественная церемония возложением цветов к памятнику неизвестного солдата. Дана Плиева, Абдулла Халухаев, Новости 24.